сегодня 7 мая 2020 года. Это все творится у меня во дворе. Явно не такого доброго утра ожидали жители села Троицкое, проснувшиеся сегодня и увидев повсюду такое количество воды. Стихия застала сельчан врасплох, да так, что многие просто не успели приготовиться и уберечь домашнее хозяйство и прочую утварь от внезапного наводнения. В результате обильных дождей, которые проходят в частности в Сунжском районе, наблюдается сложная ситуация во всех сельских поселениях. В частности, в первую очередь, это, конечно, в сельском поселении Троицкое, где идет подтопление по улице Шоссейной и прилегающим улицам. Некоторые дома уже подтоплены. Принимаются необходимые меры по мере своих возможностей. Устраняем заторы вдоль устья рек и каналов. В остальных сельских поселениях в целом ситуация нормальная. Картину, аналогичную этой, наблюдали и в соседнем Карабулаке. Более 100 домов здесь оказались под угрозой затопления. Жители нескольких улиц призвали быть готовыми к тому, что, возможно, понадобится полная эвакуация населения. Необходимо будет при себе иметь документы и собрать вещи первой необходимости. Местные власти принимают все меры для борьбы со стихией. Уровень воды у нас на мосту по улице Промыслова уровень поднялся от стандартного уровня более 3 метров. Все необходимые мероприятия проводятся. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Карабулак проведена. Все силы, средства переведены в повышенный режим готовности. Ведем работу по укреплению там, где у нас есть подозрение, что возможно будет прорыв. Да, у нас все будет хорошо. Последствия сильных дождей не обошлись стороной и Назрановский район Ингушетии. В селении Барсуки рано утром стихия прорвала укрепление возле моста. Уровень реки Сунжа поднялся до критической отметки, в результате чего дамба не выдержала мощного напора. Вода начала поступать на соседнюю улицу и во дворы близлежащих домов. После обеда уровень воды упал до 40 сантиметров, но к этому времени ниже по течению дамбу разрушило еще в 2 местах. С помощью подоспевшей вовремя строительной техники, которая была задействована в реконструкции дороги, удалось остановить дальнейшее затопление домов жителей. Теперь предстоит укрепить дамбу, пока вода вновь не поднялась. Народ мы оповестили всех, МЧС здесь. Район, весь глава района здесь, все его замы здесь. И мы своими силами и силами организации НИОН, которая дорогу делает, они нам помогли, привезли бетон, тяжелый бетон, да, на своих машинах, сами разгрузили, еще бульдозер нам дали. И плюс мы привезли свою технику еще. Нестеровское, предгорные села Алхасты и Галашки. Поднявшиеся воды реки Сунжа не пощадили даже одноименный город в Сунжском районе. В частности, затопило подвальные помещения станции скорой медицинской помощи. На место сразу же выехали сотрудники МЧС и коммунальная служба для дальнейшей откачки воды. Проводится весь комплекс превентивных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации. Организовано оповещение и сбор оперативного штаба, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований. Оповещение группировки сил и средств ликвидации ЧС. Силы и средства приведены к действию по предназначению. Там, где были потоплены дома, там, где были потоплены часть участков, работает группировка сил и средств. С самого утра все силы и средства регионального МЧС брошены на борьбу и ликвидации возможных последствий от наводнения в городах и населенных пунктах республики. Власти муниципальных образований контролируют ситуацию и готовы в случае чего эвакуировать своих граждан. По прогнозам синоптиков, уже завтра дожди прекратятся, но в последующие 2 суток могут вновь начаться ливни, поэтому нужно быть в полной боевой готовности. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.